Грею вчерашний суп, остатки. Немножко осталось на завтрак, самое то. Так, ну что, ребят, показываю. Здесь опилки все уже я убрал. Вот. Что я привез, дрова, вот они отличаются. Вот. Свежеспиленные. Ну, не влезла туда и еще вот здесь. Сложил. Здесь камлевая сторона немножко даже сырая. Вот. Тут получается вот эту кучу спилил, сложил под дождем, пускай будет. Это ничего страшного, чтобы на угли там подкидывать. Чтобы не забыть, вот туланчик мне помогает, конечно, помощник тот еще. Ну и в принципе будем завтракать. Аппетит нагулял. Все хорошо получилось. Дров пока хватит. Это на целый год мне хватит. Ну, может, еще привезу березу. Там возле дороги до хрена повалило. Но это осенью. Сейчас не буду возиться. Сырые привезу, тут также спилю. Сразу лучше спилить, потому что я в прошлом году оставлял здесь. Думаю, потихоньку буду спилить. Потом, блядь, под метр снегом лежит там. Надо копать там. Лучше так сразу готовые взять. Ну нафиг. Ребят, лучше сразу пилите. Вот. А здесь под навесом вообще здорово. Достаточно. Дров в этом году очень много. Ветровалов очень много. Свежих ветровалов. Далеко не надо ходить. Вот здесь буквально 30 метров от избушки. Я вам вчера показывал, когда вот этих птиц снимал. Там и елка, и как же пихтач. Пихтач, пускай там гниет, он мне не нужен, блин. Елку заберу другой раз. Он сейчас там сырой, тяжелый. Пусть лежит. Вот, подсохнет, потом уже будем забирать. Ну и на худой конец там возле дороги, тоже поперек дороги до хрена лежит. Можно на трицикле привезти, там несколько чурок загрузить. Ну и на УАЗике еще походу будут до зимы. Это на УАЗике еще приедем на охоту или просто в поход посмотрим. Вот. Ну все, я сейчас завтракаю и уже пойду проверять донки. Заварил свежую заварку. Хорошо, что я привез сахарный песок. Тут остатки были. И один аккумулятор я потерял, блядь, пока здесь пилил, работал. Наверное, с опилками куда-то. Сейчас надо проверить. Как-никак все равно. 1, 2, 10 без аккумулятора останешься. Можно, в принципе, заказать новый, но надо посмотреть, может, найду. Сейчас потом досыплю сюда. В горле пересохло, сперва чай попью, потом уже суп поем. Забодяжил ему суп с хлебом. Пусть позавтракает тоже. Я пошел искать аккумулятор. Вот здесь пилил, один раз упал. Я увидел, потом этот карман вот на грудной карман положил и на тебе. Ладно, поищу, найду или нет там. Да, поиски как иголка в стоге щена искать. В принципе, он белый. Если что, там на глаза попадет. Не нашел, ребят. Сдаюсь. Фикс. Потерял. Иду к лодке. Короче, ведро в руках. Если ничего не будет, никакой рыбы я не буду включаться. Если, конечно же, кто-то попался,
попалась какая-то рыба, то обязательно включусь, покажу. Вот смотрите, поле во что превратилось. Здесь уже на буране скоро невозможно будет ездить. Кого-то учуял. Может, зайчишка. Не знаю. Там напрямик сразу пойду к лодке. Капец, ребят, такое поле было элитное даже. Сено скашивали здесь. И целый день солнце попадало, быстро сено сохло. А вот где наш луг, возле избы, там уже кругом тайга. Ветер меньше попадает, да, и солнце местами тоже. Земляника, кусты я вижу, но ягод что-то нету. Вон туда надо идти мне. Капец, ребят, вот смотрите, подсад какой. Еще включился, вон там все перепахано. Здесь, ребят, медведь копал, он, как эскаватор, блин, реально. Личинки от майских жуков так ищут они. Капец, короче. Это не кабан, это медведь. Лак тулалак. 3 года не переплывал речку. Первая донка у меня. Явно никого нету. Уклеечка. Рассказывай, ребят. В общем, 4 палки тут. Одну палку я не увидел, уплыла. С крючками, с рыбой или я не знаю. Еще пешком схожу, может где-то пропустил, но не должно. Палка вроде здесь, напротив избы. Вот там изба. Вот тут вроде и стояла. Надо видео дома потом посмотреть. Если здесь она была, просто я не наблюдаю. Так. Второе, это однодонка, сейчас покажу. Срыв, обрыв. Как вам показать? Вот. Поводок, в общем. С крючком рыба ушла. Это получается поводок, он стоял вот так. И он просто оттуда вышел. Вон, из узла. Шляпень поводок. Короче, поводок подвел меня. Вот. Это получается один уже 100% с крючком ушла рыба. И второй под вопросом. Вроде бы я сюда... Так, подожди. Да, сюда и ставил. Да. Хотел наверх. Туда я не поднимался. Вроде сюда ставила первую. И потом уже вниз пошел. С палкой ушла рыба. Так. Может где-то и застрянет. Там мелочь пойду ловить. Там на жерлице еще сегодня вечером поставлю. И посмотрю. Да. Или где-то я оставил, ребят, наверное.
Там вроде невысоко у меня палка торчала внизу. Я не помню, вот не помню. А вот на донке, что на язя ставил, вообще тишина. Ни одной поклевки, вообще пустое. Вот ведро. Там у меня живцы, 2 живца. И все. Один живец еще живой был. Короче, поменял донку. Ну, как сказать. Вот этот, как сказать. Ну, на щуку, которая у меня. Где вот поводок порвался. Бля, раскрылась там. До такой степени ненадежный поводок там оказался. Все, что получилось, получилось. Ждем вечера. Вечером снова также буду ставить. Сегодня по нулям пока у меня. Ну, мне не привыкать. Бывает такое. И часто. Короче, я уже спиннинг кидаю. Вот 5-я палка. Я про эту палку забыл. Я справляюсь уже. Как бы думал, там палка уплыла, и дай, думаю, проверю. Может, где найду. Он стоит на месте. Это, оказывается, я там возле избы не ставил. Ну, на спиннинг никто не попадает. Здесь еще до той коряги покидаю и обратно пойду. Такие дела. Понятное дело, какой-то щурек здесь есть в этих корягах, но не хочет брать. Ребят, небольшой перекус. Надо
тоже спираль жечь. Блин, комары залетают. Там щель находят. И заходят в избушку. Потом жужжат. Ну вот этот спираль спасает. Сегодня вечером я, ну вчера вечером, то есть затопил печку. Потом пластину туда положил на печку. Печка горячая, и в общем ни одного комара не было всю ночь. Вот. Готовлю салат, быстрый салат такой вот, как и вчера утром готовил, то же самое и сейчас. Еще майонез осталось добавить. На улице тепло, надо, знаете, вот у нас раньше в избушке здесь холодильник был. В кладовке подполье, там дед яму вырыл, такую крышку сделал, и там всегда прохладно было. Держали мы там консервы, творог, молоко. И сейчас тоже мне помешало бы какой-нибудь такой вот морозилку сделать. Знаете, отдельно сделать от избы в стороне какое-нибудь помещение, и туда весной ледник, прям ледник надо сделать, снег сырой, и потом ночными заморозками он там замерзнет, он такой вот лед становится. Ну или снег с водой можно там, ну сам понимаете, что такое. Раньше морозилки не было, и в каждом дворе были вот такие ледники. Сейчас мало кто этим пользуется, по старинке мало кто живет, у всех морозилки. Но в лесу, вот в данный момент, вот, чтобы сохранить майонез, вот это овощи, вот, но овощи фиг с ним, а вот это зелень, вот прохладно нужно, где-то какая-то прохлада, консервы. Откроешь, скажем, консервы там, и чтобы не испортилось. Или же суп не доел, в коридоре там тепло. Здесь более-менее прохладнее, чем на улице. Здесь вот все закрыто у меня от солнца. Потом солнце повернет сюда, ту штору я закрою, этот открою, ну, чтобы солнечные лучи меньше попадало. Ну, короче, вот такой салат. У меня вот такой обед. Утром ел вчерашний суп, сейчас салат съем. Сено убрал уже все. Сейчас я после обеда уже сейчас выйду и буду ставить стол. Я ем, и глухо не ем, когда я ем. Попробуем. Даже соль не буду добавлять. Нормально. С хлебом поем. А вечером не знаю, что и готовить. Макарон или рис, может, приготовлю. Посмотрим. Короче, ребят, у меня левая рука онемела. Ай, блядь. Уф, так больно давно уже не было. Ай, блядь. Короче, начал готовить место. Там смотрел, там на старое место поставить стол. А там ребята эти летают. Как же, как их назвать-то? Вон они. Шмель, не шмель. Не шмель, это оса. Там семейство осы. И самое главное, ребят, фу, блядь, вот этот палец немножко опухает. Как будто вот мне показалось, что там ковыряюсь лопатой, и мне показалось, что заноза в руку зашла, в палец. Потом такая острая боль, бля. Ой-ой-ой. Пульсирует палец. Оказывается, это оса меня ужалила, блин. Там они под досками. Вон там.
Он начал здесь, короче, ковыряться. Вот, видите, сразу они выходят оттуда. Там, видать, у них этот... Я не знаю. Лучше туда не суваться. Меня предупредили. О, второй, блядь, здесь. Он идет. Ё-моё. Ух, блядь. И самое главное, я услышал жужжание. И подумал, это овод. Вон там они появились снова. Несколько штук их. Вроде не так много, но... Уф, наконец-то начало проходить. Такая боль, бля, острая была. В другом месте придется ставить. Ой. Да, врагу не пожелаю, бля. Жалят больно, конечно, капец.
Ну вот, сток готов. Там немножко сена осталось. Ну, завтра за ночь он сядет. Вот этот сток. И куда-нибудь закину, где ямка образуется. Здесь на горке поставил. На машине, если что, подъеду, загружать вообще здорово будет. Вот так он выглядит. Но это малая часть того, что мы раньше делали. А раньше, ребят, вот 2 шеста здесь. Между 2 шестов вот сено я поставил. А мы делали по 11, по 12 этих промежутков. Получается, ну, 1,5 раза выше этого. Это маленькая вилла я закинул сено. А там маленькая вилла, средняя и длинная. Уже еле-еле достаешь. До такой степени высоко мы поднимали. И это все сено за лето, за осень, перед тем как увести, он оседает очень сильно, уплотняется. И считай, вот целый день мы работали, сено убирали, сток ставили. И еще по вечерам еще косили. Там вот еще осталось, только что заметил. Это уже туда не буду носить во враг. Уберу. О, вот это жара. Туда тоже сено положил. Блин, такие налеты. И оказывается, предбанника тоже были осы. Только начали они улей, или я не знаю, как это называется. В общем, гнездо делают, вьют. Убрал. Антикомары нам побрызгал. Ух, блядь, такие жестко начали летать. С десяток примерно. Но лучше вовремя убрать, ребят. 1 год я приехал осенью. А там как эмалированное 10-литровое ведро. Улей такой вот. Ну, вот гнездо. У ос. Летают там. Большие. Очень большие были. Ну. Если такие ужалят, все с копыт. Злые летают вон они. Капец. Как в воробейнах вылетел. Вот тогда я тоже сразу убрал. Но воевал, конечно, с ними. Капец. Все. Ну, работу закончил. Сейчас чай еще сварю. Чай попью и на рыбалку. Второй день. Хорошая погода. Даже, ну, она уже даже 3-й или 4-й. Но сегодня я 2-й день здесь и вообще безоблачно. Вот так. Ну, отсюда видно, как нормально так. Но наполовину оно уплотнится, конечно. Но все равно. Если увезу, для тулана хватит. Если заготовил, придется на как-никак увезти. Здесь оставлять не стану.